Китае счастье – понятие многогранное, точнее пятигранное. Его главные составляющие – долголетие, богатство, успех в карьере, рождение сыновей и мир. 294 предмета в Казань привезли из Государственного Эрмитажа. Образный язык Поднебесной отражается в каждом из них. К примеру, драконы – символы процветания и карьерного роста, летучие мыши – радости, ростки тыквы здорового рода. И наш татарский орнамент во многом схож с китайскими узорами. Тот же лотос, который используется в нашей татарской обуви, в наших ичигах, щитек, щувеки – это тоже трансформированные лотосы, символы благополучия. Первые коллекционные предметы китайских мастеров появились в России еще при Петре I. Фарфоровые вещи привозили из Китая, они представляли очень большую ценность. Привозили предметы домашнего обихода, предметы мебели. Вот это составляло такую особую, некие диковинки. Сейчас многое достояние Государственного Эрмитажа. Такой выставкой Россия и Китай укрепляют свои культурные связи. Я думаю, что любой человек в пору своего взросления, он так или иначе все равно обращался к изучению культуры этой великой территории. Мы тоже постоянно обмениваемся через выставки. Но, к сожалению, из-за пандемии в прошлом году и в этом году немножко прекратились. Символы счастья здесь можно увидеть везде. К примеру, если семье желали здоровое потомство, то обязательно дарили вот такие вот картины с изображением розовощеких, пухленьких мальчиков. А если в семье не хватало радости, то дарили предметы с изображением сороки. Это уже 23-я экспозиция Государственного Эрмитажа в Казани. Продлится она до января. Алия Хайрудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.